Я Эмерсуинова Нурия Каримовна, младшая дочь Керима Решидовича Решидова Джаманакла. Более 15 лет я работала на кафедре русской литературы в Крымском инженерно-педагогическом университете. И именно переехав в Крым, вплотную занялась изучением и биографии, и творчества своего отца. Помогал, очень тесно сотрудничал со мной Шевкет Бей Юнусов, доцент кафедры, вот здесь это видно, составители, доцент кафедры Федерального университета имени Вернадского. К 115-летию Керима Джаманаклы мы смогли выпустить вот такую книгу. Называется она «Эн кадерля сигян Керим Джаманаклы». Немножко задержались с презентацией по независящим от нас причинам. Книга состоит из двух больших разделов. Это лирика, стихотворения разных лет и статьи, научные статьи. Таким образом, книга отражает две стороны деятельности Керима Джаманаклы: поэтическое творчество и его научную работу. Несколько слов о самом Кериме Джаманаклы. Он родился в 1905 году в селе Джаманак Евпаторийского уезда тогда, Евпаторийского уезда. Очень быстро сделал такую педагогическую карьеру, закончил пединститут, потом аспирантуру и стал сотрудником сектора фольклористики в Крымско-Татарском научно-исследовательском институте имени Александра Сергеевича Пушкина. То есть с 1934 года существовал научно-исследовательский институт крымско-татарского языка и литературы в Симферополе. И вот отец там работал. Там при нем же он защитил свою диссертацию. Поэтому вообще в книгу предваряет такая биографическая, развернутая статья, которую мы написали вместе с Шевкет Беем Юнусовым. Здесь охарактеризован его творческий путь, его биография, его судьба. Объясняется, каким образом он оказался в Казани и в далекой Елабуге, далеко от Крыма. И прожил там больше 20 лет, и там закончил свой земной путь. Книга интересна тем, что в ней еще и достаточно много не просто фотографий, редких фотографий, но даже еще фотографий документов разных, справок, командировочных удостоверений, по которым четко видно, что происходило в Крыму, например, с судьбами крымско-татарской интеллигенции 18 мая 1944 года. Всем это будет просто даже интересно с исторической точки зрения. Здесь фотографии с группой писателей, фотографии семейные, фотографии места работы его последнего, его Елабужский пединститут. И даже несколько фотографий из музея, посвященного истории татарской литературы в Елабужском пединституте. То есть книга получилась, я думаю, интересная, она найдет своего читателя. А самое главное, впервые под одной корочкой соединены
его малоизвестные статьи, они раньше не публиковались, они публиковались только до войны, вообще только довоенные. Только довоенные. Пришлось их собирать тщательно по разным крымско-татарским изданиям, ездить в Ленинскую библиотеку, в отдел редких книг, там ксерокопировать. Тогда очень это было трудно, это лет 10 назад я еще начала работать над ней. И таким образом мы отобрали, конечно, самые значимые статьи, их гораздо больше. Значимые статьи, интересные даже для современной, может быть, фольклористики. Я пытаюсь их излагать еще и на русский язык, чтобы расширить круг читателей. Но самое, может быть, важное для меня лично, что через эти документы, через поиск этих редких статей отца, я вдруг узнавала, кем был мой отец, какое он место занимал в истории и науки, и фольклористики, и в истории литературы крымско-татарской. Просто было такое чувство, что я заново узнавала отца. Я его знала как в основном преподавателя, доцента, завкафедрой русской, причем литературы в Елабужском пединституте. А тут я ознакомилась с его творчеством, которое несет отпечатки 30-х, 50-х годов. И в этом даже была трудность отбора материалов, потому что настолько они пропитаны духом времени. Это сложный вопрос, особый вопрос, но мы постарались выбрать наиболее значимые, не устаревшие стихотворения. Точно так же мы в какой-то степени редактировали и статьи, не очень сильно сокращая, но убирая риторику, политизированную идеологическую риторику тоже 30-х годов. Потому что она уже потеряла такую актуальность. Таким образом, книга, я думаю, дойдет до своего читателя, встанет на полку, будет интересно и студентам филологических факультетов, и школьным, конечно, учителям, и пополнит все-таки нашу сокровищницу крымско-татарской литературы и культуры в целом. В этой книге впервые помещен форзац книжки отца, которую он издал в 1943 году по горячим следам, когда Ахмед-хан Султан получил первую свою награду Героя Советского Союза. Она называется «Крым-татар батыры». Интересен формат этой книжки. Она имеет карманный формат, и наверняка она предназначалась для солдат, для красноармейцев. Издана в Казани. Там 3 очерка отца, написанным на казанском языке. Ну, видимо, такая ситуация была, что напечатали на казанском языке. И большим очень тиражом, несколько тысяч экземпляров. Сохранился всего один, у меня вот всего один экземпляр. Нигде в библиотеках, и в библиотеке Каспринского нет, и в Москве я ее не нашла. Таким образом, это раритетное издание. Здесь же в книге рассказывается о встрече Керима Джаманахова с Ахмед-ханом Султаном, воспоминания Шамиля Алядина, как это происходило, как сразу откликнулся весь крымско-татарский народ, крымско-татарская общественность, даже при первом упоминании подвига Ахмед-хана Султана, при получении его первого звания Героя Советского Союза. И никакого сомнения не было, что это крымско-татарский герой. В наши дни, теперь вот на этой выставке, посвященной Ахмед-хану Султану, стоит книжка, переведенная уже на родной язык. Здесь 3 очерка и несколько стихотворений из газеты «Кызыл Крым», которые были опубликованы как раз
в 1943 году. Перевод сделала Зира Ханум Бекирова, и теперь он дошел уже до каждого читателя нашего современного.